Сегодня 26 февраля 2021 год. Мы в Институте гуманитарных наук Сыктывкарского университета. И традиционно в феврале идут февральские чтения. И сегодня наша большая секция, посвященная вопросам изучения духовной культуры Севера. Мы будем работать в режиме двух подсекций. Мы традиционно, к сожалению, делимся, к счастью, что есть много докладов, но в один присест нам всех друг друга вместе послушать не удается, и мы традиционно делимся на две подсекции: археография, литературоведение и фольклористика, этнолингвистика. А начнем мы наше заседание с общего мероприятия, которое посвящено представлению нашего нового научного продукта, который появился, вышел в свет на широкие просторы интернета в самом конце предыдущего календарного года. Это электронный ресурс, посвященный Степану Анфиногеновичу Носову, печорскому книжнику, который давно и хорошо известен в наших кругах, в нашем университете. В 2019 году мы с Екатериной Владимировной Прокуратовой были в очередной нашей фольклорно-археографической экспедиции, прямо вот в марте, почти 2 года назад, без малого. И мы оказались в селе Среднее Бугаево, в том селе, где много последних лет своей жизни прожил как раз Степан Анфиногенович Носов. И мы по традиции, как мы это любим, зашли в библиотеку села Бугаево, увидели скромный стенд, на котором были такие довольно, неважного качества ксерокопии из газет, посвященные Степану Анфиногеновичу Носову. Мы поинтересовались, какие есть еще материалы, и вот библиотекарь, очень заинтересованный человек, очень любящий свое дело, смог показать нам не менее скромную, чем стенд, папочку с подобными вот материалами, ксерокопиями из печати, посвященные нашему знаменитому герою, скажем так. И мы, конечно, задумались о том, что очень жаль, что в том месте, которое вот для нас, вообще, наверное, для исследователей старообрядческой культуры, книжности 20 века, Бугаево для нас однозначно ассоциируется с именем Носова. В этом селе практически нет материалов, так же, как, наверное, они малодоступны и в других местах Усть-Илимского края, который по праву может гордиться этим человеком. И вот у меня мысль засел вопрос, чем помочь району, чем помочь школам, где тоже, мне кажется, должны быть уроки, посвященные Носову. Каждый выпускник Усть-Илимской средней школы должен знать, кто такой Носов, кто такой Мяндин и многие другие видные представители этого культурного очага. Вот прошло какое-то время, и мы решили подготовить электронный ресурс, как такая современная форма, которая позволяет, как нам кажется, из разных точек обращаться к материалам. Поскольку большая часть материалов, которые принадлежат Степану Анфиногеновичу, выявлены Михаилом Васильевичем Мелиховым, уже введены в научный оборот. Михаил Васильевич много-много лет своей жизни посвятил Носову, он об этом сейчас сам расскажет. И доступность этих материалов просто нужно было оформить. Так появилась идея создать этот сайт, и вот мы стали работать втроем с Михаилом Васильевичем и с Русланой Евгеньевной Тубелевич, документоведом нашей лаборатории, филологом, аспирантом, и появился вот этот сайт. Но я с ним немножко познакомлю, конечно, всех, кто присутствует. А сейчас я бы хотела передать слово Михаилу Васильевичу Мелихову, чтобы он несколько слов сказал о том, кто такой Носов и что Носов значит в жизни Михаила Васильевича Мелихова. Так, весь этот продукт, скажем сразу, он появился благодаря, конечно, инициативе Татьяны Степановны Каневой. Это ее идея была, скажем так, вывести виртуальную форму существования, такой реальный, вполне реальный, духовный, но и материальный тоже продукт. И несколько слов буквально о Носове. В 1981 году, в сентябре месяце 1981 года, как раз
нас Степан Финогенович Носов, он умер. Получается так, что ровно 40 лет исполняется вот с того времени, как на Печоре завершилась когда-то богатая, когда-то интересная, ну и теперь кое-что еще осталось, рукописная традиция в целом. И я уже много раз об этом говорил, ну и подчеркну еще один раз. Смотрите, дело все в том, что фигура Носова, она одна из самых интересных вообще вот таких фигур в духовной культуре, в духовном таком пространстве не только Печорского региона, но даже и Сибири. Потому что оставил после себя Носов? Вот на самом-то деле писателем себя особо он и не считал. Он не считал себя писателем, как это ни странно. Он очень так пристрастно и очень скрупулезно копировал прежде всего. Вот что он делал, чем он занимался. Он копировал старинные рукописные книги. И накопировал 28 небольших сборников. То есть, если вы будете смотреть вот этот интересный сайт, то всю информацию о нем, конкретную информацию о нем вы найдете, что он сделал. Это, представьте себе, далекое село, даже не Усть-Сыльма, оно небольшое это село, по крайней мере, когда я там было. Оно совсем небольшое село. И вот ночами, темными северными ночами, уже изнемогающий от возраста человек сидит и переписывает старинные книги. Просто сидит и переписывает. Темная ночь, он один, или жена у него лет 10 болела. И вот он сидел и просто копировал старинные, вот эти старые книги. Он много общался со своими единоверцами, он много писем после себя оставил. По крайней мере, один корреспондент, к сожалению, нам только известен. Вот он написал ему больше 100 писем. Это представьте себе, какая была страсть такая у человека писать. Он ведь меньше всего его интересовали, например, бытовые чисто темы, бытовые сюжеты. Ну, они, конечно, тоже есть. Он рассказывает о том, как он рыбачил, как он охотился, как он там дрова, предположим, на Печоре как бы так не покупали дрова, а просто когда ледоход, их ловили, бревна, которые плывут, их ловили на лодках, пилили и так далее, как он дом строил. Вся эта информация, конечно, нашла отражение и в его письмах, в его переписке, но такой информации совсем немного. А большая часть его писем, они как раз такого духовного скорее содержания, потому что он, вот самый известный его корреспондент Ефим Иванович Асташов, он ему писал о том, как рассказывал ему о том, как нужно в Бога верить, какие книжки нужно для этого читать, какими качествами должен обладать человек, который вот как бы приобщается к таким высшим структурам. Письма очень интересные. Что о биографии самого Носова известно очень немного. Ну, как так получалась такая странная история. Известный человек, вот он теперь стал известным, а о биографии его известно не очень много. Он сам написал свою биографию. Вот. Все эти тексты, если у вас возникнет такое желание, вы, конечно, найдете вот как раз на этом сайте, посвященном Носову. Что о нем известно? Он родился в достаточно крепкой такой хозяйственной крестьянской семье. Ну, на Печоре, в то время на Печоре, как бы хлеб особо не выращивали, годы были, ну, скажем так, на хлеб не было надежды особо. И вот занимался он скотоводством. 20-е годы, кратко факты из его биографии, 20-е годы начался вот этот 30-е годы процесс коллективизации. И получается так, что его крепкое хозяйство, оно обобщилось. И он с горечью такой в письмах рассказывает об этом, как все происходило, что когда государство закупало корову, за корову платили столько же, сколько за килограмм масла. Насколько справедливо крестьянину такому, честному крестьянину, который на севере заготавливает, я не знаю, больше, чем на полгода, наверное, для скота своего заготавливает вот сено и все остальное, насколько обидно было крестьянину отдавать любимую корову за бесценок. Обидно, не обидно, серьезно, не серьезно. Такие факты крайне редко встречаются. Ну, даже, вот я не знаю, в средствах массовой информации, публикациях, посвященных коллективизации, они в письмах очень бесхитростно, очень просто он во всем об этом рассказывает. И вот он с места на место, ну, 2 или 3 места поменял. Он пытался от колхоза как бы убежать, не получилось. Пришлось ему уехать в город. Он продал все свое хозяйство, уехал в город, потом началась война. О войне он ничего не пишет. То есть о том, что он воевал и где воевал, известно только из воспоминаний его дочери. Вот так. Потом
Получил контузию, с войны вернулся и работал. Кем он не работал? Он работал и плотником, он работал и бухгалтером. Он работал, ну, там, как назывались раньше, как типа избачей, что ли, вот, что-то вроде как хранителя библиотеки. Он был единственным человеком, которому доверили первый, его там, я не помню уже где это было, первый детекторный приемник, чтобы он за ним следил. О таких чудесах электроники вы, конечно, не слышали уже. Это такой примитивный очень приемник, тем не менее на север тоже ратифицировался. Ну и большую часть жизни он был простым рабочим. Теперь образование какое он получил? Образование не получил вообще никакого. То есть в школе он никогда не учился. Его мать учила только читать по старым книгам. И тем не менее, вот скажем так, несмотря на то, что писателем он себя не считал, тем не менее он оставил заметный след, достаточно заметный след, ну, в старообрядческой культуре, в старообрядческой литературе тоже. Если у вас будет желание ознакомиться с его творчеством, вот вам такая возможность, конечно же, предоставится. Ну и расскажите своим, скажем так, коллегам, студентам о том, что такой продукт есть, что можно обо всем об этом не только услышать, но еще и прочитать. Достаточно или нет еще? Вот. А так, в целом, финал его жизни, я с ним только один раз виделся, с Степаном Афиногеновичем. Это было, кажется, в 80-м или 81-м году. Он в то время уже, он готовился, он постоянно, скажем так, готовился отойти от жизни сей. Ну вот такой процесс приготовления его к смерти, вот финал этого процесса, потому что через год или через полгода после того, как мы встретились, он уже и умер. И письма Степана Афиногеновича, у нас преподаватель был Андрей Николаевич Власов, он сейчас работает в Пушкинском доме. И вот большую часть писем Носова к его другу Ефиму Ивановичу Асташову, как раз Андрей Николаевич Власов, он съездил после смерти, похороны уже не застал Носова. Вот эти письма он привез в университетскую библиотеку, и с тех пор они у нас в библиотеке и хранятся. Нужно сказать, что у нас самая большая коллекция рукописных вот этих рукописных сочинений Носова. Самая большая, больше нигде нет. Есть фрагменты отдельные в Пушкинском доме, в Нарьян-Марском музее тоже есть, но больше всего вот этих писем и сборников рукописных, основная часть хранится все-таки в нашей библиотеке. У меня, наверное, все. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте, я на них отвечу. Как вы стали заниматься творчеством Носова? Ну, как подробно-то я уже не помню, но когда Власов привез из экспедиции вот эту пачку такую огромную писем, Татьяна Федоровна поручила их мне на расшифровку. И я сидел за старинной такой, никто уже, наверное, таких машинок и не видели студенты, на пишущей машинке вот эти письма все набирал. Набрал эти письма, потом где-то в 89-й, или я не помню какой год, в 89-м году, наверное, ну, начал статьи уже о Носове публиковать. Ну, так вот и пошло. И дошло до финального результата. Только Мелехов может потянуть такого безумного автора. Тяжелый автор, тяжелый предупреждатель. Все, да, Татьяна Степановна? Ну, а теперь о сайте. Он довольно прост по своей структуре. Мы основной корпус материалов представили в 3 разделах. Это биографические материалы, вот Руслан Евгеньевич сейчас обведет, да. Там автобиографические записки, о которых сказал Михаил Васильевич. Биография Носова написана его дочерью. И биография Носова составлена Михаилом Васильевичем и по автобиографическому источнику, и по письмам, и по каким-то вот уже своим другим источникам, в силу того, что Михаил Васильевич долго занимался этим творчеством. Ну, можно просто открыть и щелкнуть. Это просто тексты с указанием, конечно, на место публикации. Мы везде сделали эти отсылки. Главный такой ядерный, конечно, основной раздел, ради которого все это создавалось, это письменное наследие Степана Афиногеновича Носова. Начинается раздел с небольшой статьи Михаила Васильевича, где он попытался специально вот для этого сайта вкратце рассказать о том, кто такой Носов как писатель и книжник. И, собственно, далее располагаются группы рукописных творений Степана Афиногеновича. Это его знаменитые видения, уже неоднократно опубликованные.
И они, кстати, размещены у нас на сайте, были раньше, можно показать, да, Руслана Евгеньевна, введения размещены, да, здесь уже их вывели сюда, статья, пример, да, и вот у нас отдельные коллекции, они размещены на территории просвещения, все его 20 с небольшим, 21 введение с комментариями. Дальше это большой раздел, сейчас мы вернемся в письменное наследие. Это воспоминания о деде, ну, можно не открывать, из бесед Ханзина. Некий Ханзин, такой загадочный, некий предсказатель, и Степан Анфиногенович записал беседы с ним. Довольно любопытный текст, он небольшой. Следующий большой раздел – рукописные сборники. Покажите, пожалуйста, Руслана Евгеньевна. Вот, да, это 10 сборников, которые известны, как я понимаю, нашим исследователям, и описаны. Все эти описания Михаил Васильевич опубликовал. Сборники не по порядку, а по мере их выявления. Степан Анфиногенович, как мы понимаем, нумеровал свои сборники по порядку. И мы теперь знаем, благодаря трудам Михаила Васильевича, о сборнике номер 3, 4, 9, 10, 11, 12, 16, 19, 21 и 26. Первый сборник, кстати говоря, ждет, да, публикации описания сборника, который обнаружила Екатерина Владимировна в экспедиции 2009 года. У нас есть фотокопия первого сборника Носова, очень интересного. Вчера немного Екатерина Владимировна уже на предыдущем заседании февральских чтений рассказывала о нем. Это научное описание, это не сами сборники, можно что-нибудь показать, Руслана Евгеньевна, да. Для специалистов, конечно. Для специалистов это большое подспорье, и я думаю, что студенты в рамках археографической практики тоже могут обращаться к результату научного описания рукописного сборника, как он выглядит. Это сейчас все можно увидеть. И вот образцы. Пожалуйста, можно насладиться этой фотографией. Вот это подлинный рукописный сборник 20 века, уже второй половины 20 века. Да, можно полюбоваться на это. Почему мы называем Носова книжником? Он составитель этих книг. Можно, наверное, двигаться дальше в разделе. И в письменном наследии, письма, о которых говорил Михаил Васильевич, можно открыть, Руслан Евгеньевич, письма? Угу. По адресатам мы их сгруппировали, письма, да, тоже вступительная статья Михаила Васильевича вкратце. Письма к Ефиму Ивановичу Асташову, единоверцу из Медвежки, письма Владимиру Ивановичу Малышеву, известному исследователю и открывателю Печорской рукописной Печоры, письма Андрею Николаевичу Власову, который и вот помог приобрести в лаборатории, вернее, нашей библиотеке фонд этих писем, и несколько писем дочери. Ну, можно показать, у нас в иллюстрациях, сейчас мы откроем иллюстрации к рукописному наследию. И еще раз мы можем увидеть, да, можно пролистать, вот как выглядит введение. Вот оглавление сборника номер 1 как раз, которое в Нерице было обнаружено, наша полевая фотография. Дальше мы можем увидеть еще сборник номер 3, номер 10, 10. Вот как выглядит, посмотрите, для студентов будет любопытно. Степан Анфиногенович иногда использовал корки от других книг, так я понимаю, да, чтобы туда вставить свои рукописные записи. И сейчас дойдем до писем. Вот письма. Уже меняется почерк, мы видим, меняется форма коммуникации, адресация, меняется почерк. И это довольно любопытно. Письмо Ефиму Ивановичу Асташову, вот мы взяли для примера письмо, и письмо Андрею Николаевичу Власову, более такого, еще более частного характера, но там нет как такового личного, все это связано с раскрытием вопросов, связанных с духовными исканиями, с трактовкой тех или иных сюжетов, поступков человека религиозного. И они, конечно, представляют большой интерес. И, наконец, третий раздел, который, в общем-то, не сразу родился, это
может быть, немножко неожиданный раздел «Фольклор» в записях от Степана Анфиногеновича Носова, когда, ну, мы уже давно знаем, что Степан Анфиногенович был информантом экспедиции Московского университета на Печору, и от него были записаны пересказы, упоминания, воспоминания о былинах. Они опубликованы все в своде русского фольклора. Это такое былинное издание академическое. В 2001 году вышел этот свод, и там тексты от Носова есть. И, в принципе, я намеревалась просто сопроводить отсылкой, дать указатель к текстам фольклорным, что вот Степан Анфиногенович знал и эпическую культуру своего края, народную эпическую. Но уж делать сайт так делать, и в силу того, что у нас с архивом кафедры фольклора, с кафедрой фольклора Московского университета очень хорошие давние творческие, научные, дружеские отношения, мы давно работаем с материалами, записанными москвичами в Уссылимском районе. И архив кафедры фольклора дал разрешение на публикацию почти всех записей Носова. Ну, почти в смысле, что мы отберем. И вот так получилось, что экспедиция Московского университета работала в Уссылимском районе 2 года, в 1978 и 1980 году. И так уж сложились их маршруты, что оба года экспедиционные группы приезжали в Бугаево. Это большая редкость, район, в принципе, большой, и собиратели стараются посетить разные новые деревни или села. Но вот так получилось, что 2 раза были в Бугаево, и оба раза собиратели приходили к Степану Анфиногеновичу. И был записан материал, уже принадлежащий, можно сказать, руке очень известного фольклориста Нины Ивановны Савушкиной. В 1978 году у нас есть автограф, мы его покажем. А в 80-м году с Носовым работала Анна Александровна Иванова, тогда начинающий молодой фольклорист, сейчас это известный авторитетный фольклорист и доцент кафедры фольклора МГУ. И вот сложился этот круг фольклорных текстов. Былины, духовный стих о заонежских девицах, историко-легендарные топонимические предания, мифологические рассказы, рассказы о магических практиках, приметы, старая арифметическая задача, анекдоты, рассказы об охотниках и о прошлом. То есть не только фольклорные, но и, скажем, такие бытовые рассказы. Но это все опубликовано впервые, я попыталась прокомментировать эти тексты. Но самое ценное, на мой взгляд, здесь, это то, что нам удалось сопроводить эти записи оригиналами звуковых материалов, звукозаписей, источниками. На пленку от Носова были записаны только былины в 80-м году. Вот благодаря Анне Александровне Ивановой мы можем услышать голос Степана Анфиногеновича. И заведующий кафедрой фольклора МГУ Сергей Викторович Алпатов, да, можно открывать, Руслан Евгеньевна, оцифровал эти записи для нас. Я их обработала немножко, но, в принципе, это не профессиональная обработка, а просто, что называется, подрезка, расшифровала. И мы на этом сайте теперь можем видеть тексты, продублированные из свода русского фольклора, но самое главное, у них есть звуковой исходник. И вот текст номер 7 я предлагаю включить, и мы сейчас услышим. Дело даже не в том, что вы не увидите на экране, это мелко, плохо, важно услышать. 40 лет с лишним назад была сделана эта запись. Да? Нет, там 5 секунд сейчас, да. Коми СССР. Добавьте. Деревня Средней Бугаева. Запись от Носова Степана Анфиногеновича. Так, пока я уже начал хотя могу запить то, что все еще не вообще не огорозы никак не вопрос. Ну, попробуйте. Не пустите уже. Запивайте. Как во славном-то было в граде Киеве, управлял княжил Владимир, и князь поставил стражу охранять и врат. Киев удалых троих завоевателей, во главе их было Илья Муромец. Были друзья его до поры,
Петровича. Еще были братья долгополые, Лука да Матвея и Петровича. Ворон то был мишка, да то паришку. Он шашки ложки, ну да повороночки, нужно железо стало караульная. Ну, можно остановить, наверное. Перегреб. Вот голос из 1980 года, за год с небольшим до кончины Степана Анфиногеновича сделаны эти записи. И какое счастье, что они сохранились, и мы можем скачивать их, есть такая возможность на сайте, и слушать. И дело даже не в том, что большая часть эпических текстов от Степана Анфиногеновича записана в пересказах. Только 3 былины записаны с напевом, то есть полноценные записи. Остальные записи, они с точки зрения музыковедов, наверное, ну не наверное, они ущербны, они не представляют интереса. А для меня этот материал очень большой интерес представляет. Мы слышим, чувствуем, как пытается пересказать и вспомнить сюжет человек, который слышал его очень давно. Вот, я составила записку, такое предуведомление, и попыталась обобщить материалы, и там можно увидеть, откуда знает Носов былины. Оказывается, он пронес эту память через всю жизнь, вспоминая, как пел его дед, дядя, мать. Эти люди никогда, их никто не записал. Они неизвестны как носители эпоса. То есть это вот такое, как я говорю, обыденное эпическое знание. Он не был знаменитым мастером, былинщиком, сказителем, но оказался вот тоже хранителем этого знания. И опубликовали мы в этом разделе заметку Анны Александровны Ивановой, которой она сопровождает в своей тетради записи. Ну и небольшой раздел, еще мы подобрали несколько фотографий, выше, да, небольшой фотоальбом из тех фотографий, которые имелись у Михаила Васильевича, семейные, да нет, да, можно, все равно в какую сторону, можно пролистать и уже будем продвигаться. Вот это 80-го года фотография, тоже уже близко к концу жизни Степана Анфиногеновича. Дальше, Руслан Евгеньевна. Вот это известная книга, которую Михаил Васильевич выпустил в 2005 году с основными рукописными трудами. Да, можно дальше, с наследниками, внучки, правнучки или внуки-правнуки. И сундук, который был изготовлен Степаном Анфиногеновичем, он хранится в Нарьян-Марском музее. Такая не очень хорошая фотография. Владимир Иванович Малышев, адресат писем Носова в древлехранилище. Ну, это известная фотография. Андрей Николаевич Власов в одной из своих археографических экспедиций в Уссыльме, которые вот как раз тоже привели эти дороги экспедиционные к Носову Андрея Николаевича. Михаил Васильевич, который посвятил значительную часть своей научной жизни Степану Анфиногеновичу. Это Нина Ивановна Савушкина, ее автограф, это ее полевые записи, сделанные в 1978 году. Да, ничего, можно. Это автограф полевых записей, ну, чистовик уже, Анны Александровны Ивановой, она крайняя слева во время своей Уссыльмской экспедиции. Ну, вот, наверное, это небольшая такая фотоколлекция, это свод русского фольклора, да, ну и мы составители этого сайта. Мастеринг сайта, можно на главную, наверное, выйти, Руслана Евгеньевна, выполнено в нашем университете в отделе информатизации, осуществил эту работу Максим Самарин. И я хочу завершить тем, с чего я начала. То есть была идея помочь прежде всего родине, скажем так, наследникам этой культуры, чтобы этот материал был доступен. И, кстати говоря, в процессе работы мы с некоторыми из жителей Бугаева вот, вели переговоры, некоторые что-то уточняли. И когда я понимала, что уже заканчивается работа, наш сайт скоро станет доступен, тогда мы поняли, что интернет доступен еще далеко не везде. Несмотря на то, что он номинально есть в селе Среднее Бугаево, но там пока еще не видели этого сайта. Интернет очень плохого качества. Поэтому я думаю, что теперь
раз уж я взялась за это, то передо мной будет стоять задача подготовки на основе этого сайта какого-то отдельного продукта. Ну, сейчас на дисках уже не издают, по-моему, ничего. Можно на флешке все это издать. Короче говоря, следующий шаг – это, наверное, искать возможности издать эти материалы в виде мультимедийного какого-то издания, чтобы эти материалы на самом деле были доступны пользователям. Мы рады с Михаилом Васильевичем, с Русланой Евгеньевной всем представить этот сайт. И мне кажется, очень симпатично и очень поучительно, и так на очень интересный лад, такой немножко веселый, настраивает эпиграф, который мы взяли из рукописи, которая принадлежит Степану Анфиногеновичу. «Учусь я от скуки, беру карандаш в руки, сажусь на стул дубовый, беру лист почтовый». Вот хорошо бы нам от скуки составлять такие же тома, писать письма с глубоким содержанием, и эти письма оказались посланием в будущее. Будущее нас 40 лет отделяет от кончины Степана Анфиногеновича. Я надеюсь, что и благодаря книгам, бумажным изданиям, и благодаря электронным изданиям эти тексты будут интересны еще не одному поколению. Если есть какие-то короткие вопросы о сайте, то мы можем ответить. Ну, а, собственно, вот все. Просим любить и жаловать, и переадресовывать знакомство с этим сайтом тем, кому это может быть интересно и полезно. Да. Этот сайт, он отдельно существует или он на базе СГУ? Он в составе, он на сайте Сыктывкарского университета, в разделе «Территория просвещения». У нас есть большой электронный ресурс на территории просвещения. Да. Сейчас раздел вот, «Территория просвещения» перестраивается и делается все, чтобы вот в режиме там, карусельного просмотра время от времени появлялись в просмотре многие продукты, которые там спрятаны, до которых очень сложно самому добраться. Вот. Но я думаю, что можно попробовать, те, кто забьет Степан Анфиногенович Носов, наверное, уже будет выбегать. Поиск даст, поисковые программы, я думаю, дадут этот сайт. Благодарю за внимание, дорогие друзья.